Всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. Итак, всем привет! Вы на канале Клевая Рыбалка. И сегодня мы с Николаем поехали, в общем, на поиски приключений, сказать так. И успешно вот на полпути между Жиганском и Кистотемом, это самый крайний поселок Жиганского района, у нас сломалась наша лыжа. Там отвалилась сварка. Я лыжу покупал тоже недавно, вот перед Новым годом, буквально перед ряпушкой. Вот. Тоже попалась контрафактная, кооперативная. Между прочим, там же, где и вариатор покупал, тоже туфта. Долго не прошла у меня лыжа, сломалась. Сейчас покажу как. Вот она делала все сварки, вот. Лыжа вот в этих местах. Сейчас Николая снимаем. Центрального болта. Как делать будем, даже не знаем пока. Представления не имею. Сейчас покопаемся в инструменталке. Вон там едет снегоход за нами. Это костотемские ребята. Надеюсь, они что-нибудь подскажут, да. Может быть, у них что-то есть, какие-нибудь запчасти. А так, надеемся, в Костотеме сейчас завариться и поехать дальше. Ну, в общем, лыжа ремонту не подлежит в полевых условиях. И он ее увез в поселок Костотем, отсюда недалеко. Я остался ждать, потому что, ну, мало ли. Вот, в общем, сейчас он одолжит новую, другую лыжу у кого-нибудь, а то оставит пока приварить, заварить, потому что там второе крепление тоже отваливается. Всего лишь на двух этих капельках сварки держится. Вот. Очень плохо делают, оказывается, вот эти лыжи. Поэтому особое внимание, когда берете, обязательно обратите внимание, сколько там сварки, как она выполнена. Вот так вот. Итак, вот добрались до балагана. Вот такой вот балаган. Поставили здесь аккумулятор, опять лампу. Большие нары имеются, стол, печка огромная. Ну, видно, что добротный балаган. Люди в балагане живут. Ну, проездом оленеводы останавливаются. Это ихний балаган. Вот. Добирались не без приключений. В общем, об этом позже расскажу. Поужинали, вот приехали, ребята оставили, как всегда, дрова сухие. В чайне было мясо, разогрели сразу. Все как положено. В общем, вот. Так, вот сейчас будем спать. Ну, продукты все мороженые, мерзлые. Ну, хорошо, вот мясо разогрели. Кое-что отошло, кое-что так. Еще мороженое до сих пор. Вот такое утро. Наступило утречко. Вот
такая избушечка. Там загон для оленей стоит. Неводческая. Вот речка Махсаллах. Она пересыхает. Сегодня надо съездить вниз, проверить. Немножко поспали. Вот. Ночью было прохладненько. В душечке. Ну, как печку затопишь, нормально становится. Так, в общем, кратко про вчерашний день. Вчера, значит, по пути поселок Кстатем. Это самый крайний северный поселок. У меня сломалась лыжа передняя, ведущая. И, в общем, мы решили, Николай поехал в Кыштатем, повез ее на снегоходе. И там ребята ему помогли заварить кыштатемские. Им спасибо за то, что вот так быстро, оперативно заварили. Ну и потом я определенное время его прождал там. Когда он приехал, мы вечером добрались до села Кыштатем. Вот поселок Кыштатем, вот нам дорогу показал, и сюда вот приехали Сергей Винокуров, уроженец села Кыштатем. Ему отдельная тоже благодарность. Ну и будем отсюда вести сюжет сниму. Покажу здесь местные достопримечательности. Ну, местную яму буду разведку делать. В общем, так вот. Как бы вот по ощущениям, Николай Федорович. Ну как тебе балок-то вообще нормально? Балок нормальный. Нормальный балок. Балок нормальный. Печка большая. Вот. Работает хорошо. Огромная печка. Такой деревянный настил на полу. Так вот, уховарочку приспособили под ведерко. Она, в принципе, вот эта вещь очень функциональная. Я заметил. Это не только уховарка, можно как ведерко использовать, можно как котелок. Потом, значит, у нее есть, вы все знаете, вот этот вот сито. Вот в этом сите можно очень быстро, смотрите, оно вот доходит, вот не доходит до низу. Очень быстро можно на дно немножечко воды наливаем и распарить ваш хлеб, какие-то замерзшие продукты зимой. Поэтому с этой стороны я посмотрел, очень функционально это. Уховарка очень, скажем так, универсальная. Вот. Пока все. Вот переночевали вот так вот в балке. И в этом в избушке.
Итак, дорогие друзья, мы находимся на речке Менкере. Это речка, славящаяся своими линками, лимбой, тайменями, сигами. Вот, посмотрите, вот такая речка, где еще не ступала нога рыбалка. У вас есть возможность побывать здесь. Вот эта яма, очень такая длинная. Сейчас я буду ее тут бурить один, проверять. Первый рыбак я здесь. Вот мои снасти тут, техника. Вот пробурил первую прорубь. Глубина 2,5 метра где-то. Вот такая глубина. Ну что же, пришло время проверить, как у нас Слава Самура наточил ножи из палладиума в городе Якутске. Обращайтесь к нему. Зверь! Славе респект! Здесь тоже глубоко. Очень. Так, начинаем обзор. То есть, ну сейчас покажем, как Николай Федорович готовит строганину. Его рецепт, так скажем. Не рецепт, а способ его приготовления строганины. Как он это делает, в смысле? Как он делает? Мандрики не надо, да? Да, так, кусочек. Хорош. Это я забираю на жерлицу. Завтра жерлицу поставлю. Обещайте мандрики бы, мандрики. Ну, вот так он делает.
таким методом. Просто стругает. Такие куски получаются. Денег книжка на благодарю, да, это? По-разному, кто как. Мингаш. Пальчики оближешь. Все. Вот так вот, строганинка. Сегодня Сергей уехал, который показал нам дорогу. Вот мы сами остались. Я сегодня разведку сделал. Сходил. Завтра буду рыбачить. Сейчас вот в Николаеве сижу, учу. Показываю снасти. Какие у меня снасти есть. Как какой снастью пользоваться. Он у нас рыбак, только рыбак это на сети, наверное, больше так скажем. Вот сейчас я ему ознакомлю с жерлицей, с принципом ее работы. Ну, а жерлицы. Это лимон, это тоже. Да? Özgenki falan da. О, ежак. Порывы 7-10. Сегодня 50 градусов мороза с утра. Ночью было немножко прохладно. Вот в балке с углов поддувает. Вон там и в том краю. С утра уже вот пытаемся завести снегоход. Не получается. Вчера еще вариатор шаманил, вечером снимал. Вот тут. В общем, за ночь он так вообще сильно замерз, что не можем его сегодня завести. И стартер уже замерзал. Что только не делаем.